В начале совещания Махмуд Али Калиматов напомнил, что на протяжении многих десятилетий наше оборонное общество славилось как школа патриотизма и мужества. Молодежь, подготовленную в ДОСААФ, всегда высоко ценили в армии, авиации и на флоте. В советское время регион готовил более 500 водителей. В прошлом году же автошколы Ингушского оборонного общества республики не смогли выполнить скромный план по подготовке для армии водителей. О детях не думаем, о будущем не думаем, о подготовке не думаем, понимаете? Только Сунжа готовила 500 водителей. А сегодня, при том, что государство, Министерство обороны выделяет и финансы определенные, мы скатились вот до такой ситуации. Правительство, конечно, и как глава я будем способствовать улучшению работы этой, то, что возможно. Морфлот нужно много. Я говорю, а почему не берете? Говорит, а у вас плавать не умеют. Понимаете, я был поражен этим. Значит, по графику, значит, вот призывной вот, с военкоматом. Соглашения какие-то, Минспорт, но надо подготовку 2 раза в неделю по 2 часа, например, по плаванию. Значит, предметно каждое министерство, которое возможно участвовать в совершенствовании подготовки водителей, специалистов для Министерства обороны, все должны участвовать. Безработица молодежи, это было бы подспорьем для нас, если бы молодежь у нас, хорошо получив хорошую специальность, водителей, специалистов военных специальностей, они бы у нас находили бы себя в контрактной службе, да, в вооруженных силах, в последующем поступлении в военное училище. И сегодня обеспечение вооруженных сил, оно показывает, что достаточно для того, чтобы достойно жить, содержать семью. Мы должны готовить при нашей безработице, при нашем количестве более 30%, у нас молодежь до 30 лет, поэтому развитие автодромов, развитие автошкол, ДОСААФных, оно должно способствовать все, кто здесь сидит. Это востребованное направление, поэтому главную задачу я бы сформировал так. Мы просто обязаны возродить славу ДОСААФ. Каждое министерство, которое задействовано в данном направлении, должно принять активное участие в оказании помощи, подчеркнул руководитель субъекта. Продумайте все вещи. Бирж дышуаныш, вайдизл бышуаныш. Что мы сегодня ДОСААФ наладим, вот внуки спасибо нам скажут. Через 10, 15, 20 лет. Значит, скажешь, вот сделали ДОСААФ нормальный, полигон нормальный, значит, обучение нормальное. Вопрос архисерьезный. Хочется, чтобы вы это понимали. Мэры городов, берите, значит, у вас школы есть. Значит, категорию призывную с военкомом переговорили, приглашайте его сотрудников. У нас есть кадетский корпус, оттуда старшекурсников. Организовывайте мероприятия. У нас должно круглогодично, у нас погода-то хорошая, 7-8 месяцев можем в чистом поле, в лесу, в горах. Берите вперед, возьмите эстафету, проведите. Детям будет интересно. Надо выводить детей и придумывайте вот эти мероприятия. Я это все к чему говорю? К здоровью. Вот то, что мы говорим, у нас 30%, да, здоровых из 100, если брать, да? Но это же ужас. Мы будем ориентировать и на вас, и мэра городов, и на военком наш, на военкомат. Значит, мы через год должны цифру из 100 60-70 пригодных для службы в вооруженных силах Российской Федерации. Понимаете меня? А потом уже, я думаю, через 5 лет у нас должно быть исключением, что у нас в армию не идут. То есть мы готовим вояки, чтобы они просто здоровыми, нормальными были.
По словам главы региона, организация полноценной работы оборонного общества в республике должна соответствовать задачам подготовки молодых людей не только к службе в вооруженных силах, но и к работе в промышленности, сельском хозяйстве. Участниками совещания было изучено состояние материально-технической базы региональной организации. Выработан ряд предложений, которые позволят расширить деятельность региональной организации и поднять ее на качественно новый уровень. Хадис Добреев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рахман Цуров, Новости 24.